артистов балета и спортсменов, у них постоянные тренеры. У артистов балета каждый день класс. У вокалистов, к сожалению, тренер – это только вот в учебных заведениях. Сегодня вокалисты демонстрируют то, как они работали после окончания академии. Кто-то добился большего, кто-то сделал хороший шаг, кто-то взлетел. А есть и такие, которые начинают деградировать. Все это зависит, конечно, от продолжения той школы, которую они получают, так называемый альма-матер. Вот. А если человек приостановился, успокоился или пошел по другой тропе, тропа должна быть одна, дорога, вернее, не тропа, дорога должна быть одна. Тропы разные, а если он по другой тропе пошел, он может заблудиться. Ильдар пришел, когда ему еще не было 17 лет. Юный голос, когда, трудно даже определить, в какой же голос выльется это. И поэтому нужна очень большая осторожность. В начале первый и второй курс подготовительного отделения в юношеском возрасте голос, он может и вверх пойти, и вниз пойти, а определение это уже находится в ушах педагога. С Ильдаром были такие случаи, когда коллеги говорили, что это, он баритон, а поет басовый репертуар. И где-то, невольно ведь поддаешься, я с ним начала было, в баритоновой тесситуре. Чувствую, что появилась зычность, но тембр потерял качество мягкости, красоты. И я тут же поняла, что нельзя этого делать, и вернула его на прежние позиции, на позиции впоследствии уже, как определила басобаритона. А вначале я даже не говорил. Меня спрашивает, а я молчу. Говорю, куда вылиться? Потому что торопиться не следует. Вот Ильдар, он был один из немногих учеников, который предан был вокалу. Удивительно был предан. Если уже до меня доходили эти разговоры, то уж до Ильдара наверняка доходили они. Он как-то не реагировал на них, не поддавался, и он верен был нашему общему направлению. А со способным учеником это происходит работа в контакте, и происходит творческая работа. Это творчество между студентом и мной. Вот это в полной мере можно сказать об Ильдаре. И впоследствии никогда он как раз окольных путей не искал, он шел по этой проторенной дороге, поэтому он рос, и сейчас еще он далеко не достиг своего потолка. До потолка ему очень далеко. Он очень успешно работает, он отличается
верностью вокала, а значит мне. Скалы грозные дробятся с ревом волны, и с белой пеною крутясь бегут назад, но твердо серые утесы выносят волн напор над морем. От скал тех каменных у нас варягов кости, от той волны морской в нас кровь руда вошла, а мысли тайные от туманов мы в море родились, умрем на море. Мечи, булатные стрелы острые у варягов наносят смерть они без промаха врагу. Отважные люди стран полночных, великих один Бог, угрюмо. Что касается Оскара, интересно, когда Оскар поступал, я не хотела, откровенно говоря, он раньше Ильдара поступал, на 7 лет раньше Ильдара. Не хотела я его брать, потому что у меня опасения работать с детьми знаменитых родителей. В том приемном году поступал, помню, 2 баса. И Оскар еще так под вопросом был, так под вопросом босенок. И бас уже такой в возрасте он был, лет 25, Баимов Ринат. Очень одаренный человек. И у меня было желание, он и внешне был хорош. Он на приемных экзаменах показал такую одаренность и по специальности, и по мастерству актера. Но при распределении, а в те годы распределением занимался Загир Гарипович, он почему-то категорически был против, чтобы Баимов учился у меня. Хотя я Оскара не хотела, а где-то робко намекнула, что из них лучше бы я Баимова. Он сказал: нет, будете учить Оскара, он сын видного режиссера, и надо учить. Делать нечего. Я подчинилась и стала заниматься с Оскаром. Но, надо сказать, ни разу родители не вмешивались, ни разу. Оскар оказался таким способным, и у нас действительно было творческое единение. Когда имеешь дело с творческим человеком, это окрыляет, это вдохновляет, это в конце концов является стимулом роста педагога. Иначе педагог, если с серыми студентами, педагог начинает опускаться до уровня серости.
И вот с Оскаром было такое. Я очень вдохновенно занималась, мне очень нравилось. Он человек способный. Он уже в студенческие годы и в театр поступил, стал принимать участие в конкурсах. Сначала это было на Глинкинском, нет, сначала был диплом на Всероссийском, потом на Глинкинском 4-е место, а потом уже пошли победы за победой. И первые места, и гран-при. Их много очень. Таким образом, вот это два брата, это, я считаю, уникальное явление, что в одной семье два баса. Ну, они разные. Ильдар – бас-баритон, Оскар – бас, но все равно это басы. Il catalogo questo delle belle chiamò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Romagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1003. Contro queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesani principesse, e d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Romagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna son già 1003. Contro queste contadine, cameriere cittadine, van contesse, baronesse, marchesani, principesse, e va d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. Nella bionda passion près
giovin principiante. Non si dica se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia ricca, brutta, se sia bella. Purché porti la gonnella. Poi sapete quel che fa. Voi sapete quel che fa. Purché porti la gonnella. Voi sapete quel che fa. Voi sapete. Voi sapete quel che fa. Voi sapete quel che Incomincia, piano, piano, terra, sottovoce, si dilanta, va scorrendo, ronzando, nelle orecchie della gente, si introduce destramente nelle teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiare. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prenda forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra come una tempesta che nel sende la foresta, fischiando brontolando e ti fa l'orror celare, alla fin tra poca scoppia si propaga, si raddoppia, si produce lo sposmone, come un colpo di cannone, come un colpo di cannone, un tremoto temporale, un molto generale che parlare ricompare, un tremoto temporale, un tremoto generale che parlare ricompare.
Сердечно поздравляю вас со славным юбилеем. Ваш многогранный талант выдающегося педагога, мудрого наставника и видного ученого вызывает глубокое уважение. Вы вносите значительный вклад в развитие культурно-духовного потенциала Башкортостана и всей России. Возглавляя в течение многих лет одну из главных кафедр Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова, вы активно участвовали в становлении Башкирской вокальной школы и развитии музыкального образования в республике. Вами подготовлена целая плеяда замечательных мастеров вокала, яркое творчество которых подняло исполнительское искусство нашей республики на всероссийский и мировой уровень. Благодаря вашей деятельности в Уфе с успехом проходят многие республиканские, всероссийские международные конкурсы и фестивали. Ваше профессиональное мастерство и плодотворный труд в области искусства по праву снискали вам заслуженный авторитет среди коллег и широкой общественности. Высокие почетные звания: заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, заслуженный работник культуры Российской Федерации, отличник Высшей школы СССР, почетная грамота Республики Башкортостан, медали за доблестный труд, ветеран труда и многие другие награды – яркое тому подтверждение. Уверен, что вы в дальнейшем успешно продолжите педагогическую и научную деятельность, а ваш талант и высокий профессионализм будут еще долго служить национальной культуре родного Башкортостана и великой России. Желаю вам, уважаемая Милюша Галиевна, доброго здоровья, бодрости, творческого духа, благополучия и счастья. Президент Республики Башкортостан Муртаза Гвайдулович Рахимов. Мы гордимся вами, желаем вам многих творческих, активных лет жизни и, как говорится, исполнения всех ваших желаний. Вы человек творческий, динамичный, планов у вас, как всегда, много, и хорошо, что вот мы собрали здесь практически всех ваших учеников, представителей общественности, различных министерств. И я думаю, сегодня действительно по праву мы, в общем-то, отмечаем, имея в виду прежде всего, конечно, юбилей нашей Милюши Галиевны, в определенной степени мы отмечаем, в общем-то, праздник, связанный с вокальным искусством и вообще культурой Башкортостана. Главная ваша награда – это многочисленные ученики, которые славят башкирское искусство и вашу уникальную вокальную школу. В этот юбилейный праздничный день позвольте пожелать вам здоровья и благополучия, творческого вдохновения и долгих лет плодотворной деятельности. Председатель Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. Еще одна правительственная телеграмма. Уважаемая Милюша Галиевна, Федеральное агентство по культуре и кинематографии искренне и сердечно поздравляет вас с юбилеем. Ваш профессионализм, талант, изумительные человеческие качества и опыт заслуживают глубочайшего уважения. Мы высоко ценим вашу многолетнюю педагогическую деятельность на кафедре вокального искусства, энергию и личный вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и образования. Желаем вам творческого долголетия, доброго здоровья, радости и счастья. Заместитель руководителя Федерального агентства по культуре и кинематографии Галутва.
бесстрастном лепете речей твоих для старика была чарующая сила. Я пережил с тобой мгновенье страсти пылкой и блаженства, когда твой чудный стон я обнимал и в неге томной любовался красой твоей. Твой нежный взгляд меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее. В твоих я объятиях находил блаженство, обновление, и рай. Блаженство и обновление. Твой нежный взгляд меня оживил, и в жилах кровь текла быстрее. В твоих объятиях находил я рай, в твоих объятиях находил я рай. В твоей любви блаженство, блаженство и обновление. О, Мария, ох, я люблю тебя. Как я люблю тебя. Mai mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, donna, sulla tua bocca l'attirò, quando la luce splenderà. Лена Кочетова-Абдразакова попала ко мне где-то в середине 3-го курса. Бывший ее педагог, она говорит: Миша Гаевна, попробуйте вы с ней позаниматься, что-то там, какие-то проблемы. У нее проблемы были с голосом. Когда мы начали заниматься, я поняла, что да, проблемы есть, но она очень одаренный человек, настолько одаренный. Она сквозь эти проблемы как через минное поле проходила. И она оканчивала, времени-то немного было, что там, 4-5 курс. И когда она оканчивала, мне нужно было, чтобы она на очень тонком смыкании
очень таким тонким, длинным звуком пела. Ну, вокалисты это поймут. Вот. И она это очень хорошо понимала, и она блестяще оканчивала. На смотре она на ура прошла. Она пела Тоску. Грислау пела и пела Тоску. Так после этого за мной главный дирижер Свердловского оперного театра и за Леной за мной ходил. Пожалуйста, уговорите Милюша Галеевна вашу Лену, чтобы она согласилась ехать к нам в нашу оперу. Мне нужна такая Тоска. И госэкзамен такой же был очень успешный. Но потом, поскольку до этого она пела как меццо-сопрано, ну, она вернулась на круги своя, но поскольку человек, она одаренный, она осваивала, могла освоить тесситуру и меццо-сопрановую, и сопрановую. Хамид Ишболдин – это очень такое существо нежное. Я помню первые годы занятий, ну, когда я стала добиваться наступательно каких-то результатов, он мне говорит: Милюша Галеевна, я не люблю, когда на меня кричат. Я не могу. И с тех пор я ни разу не повысила тона в занятиях с ним, потому что почувствовала, что ему нужны вот такие вот, ну, тепличные условия, что ли. Он сам с юга, приехал из Орска, Киргизии. Он там, хотя родители из Башкирии, но он там родился и рос. И такой весь был очень южный.
И вот пока вот в этих тепличных условиях, в окружении теплого отношения к нему, в окружении признания, его внешних данных, его голоса, он как бы вот рос на дрожжах. И, надо сказать, очень хорошо окончил. Хорошо окончил, пел он на выпускном экзамене, что не каждый может. Салавата Юлаева, они вместе с Раилем Кучуковым пели очень успешно. И Ленского в опере Евгений Онегин. Я помню, ставил выпускник Ленинградской консерватории, там режиссерское отделение тоже было, Бетюцких, по-моему. И очень интересная была постановка, и очень тогда успешно пел Хамид. Он пел и партию Ленского, и партию Трике. А потом что-то какая-то была неудача. Я не была на этом спектакле. То ли это послужило, а может быть нет. Ну, просто захотелось перемены мест. Он уехал в Казань. Уехал в Казань, снова его там окружили вниманием, теплом. Там в то время был главный режиссер, знаменитый Нияз Даутов, и главный дирижер был Васильев. И я вскоре получаю, звонок из Казани ночью. Звонит Васильев, главный дирижер театра, а мы с ним даже не знакомы были в то время. Потом познакомились, так шапочное знакомство было. И он, значит, звонит, такой взволнованный, только что закончился спектакль, Хозе. Хамид, говорит, был блестящий Хозе. И хвалил Хамита вдоль и поперек. Вот не помню, кто-то еще говорил. В общем, говорили в трубку, и уже я сон потеряла. А на второй день получаю телеграмму от Хисматуллины. И пишет в телеграмме: «Дорогая Милюша Галеевна, поздравляю с успехом вашего ученика Хамита Ишболдина. Блестящий Хозе». Вот ее слова в телеграмме. Конечно, было очень приятно. Думаю, ну, Хамид, значит, он окружен там вниманием и лаской. Вот сейчас, в 60 лет, он звучит. У него ни качки, ничего в голосе, никаких признаков старения. Sì, sicura che sto amore, ma mi so sicura
Маслова ко мне тоже попала на 3-м курсе. Она попала после Свердловской консерватории. Как-то вот на конкурс она у нас не прошла, а в Свердловске прошла и там училась 2 или 2,5 года, а потом перевелась к нам, в наш институт. Ну, как-то мы нашли с ней общий язык настолько, что, ну, во-первых, у нее основа была хорошая. Она училась у Серафимы Мишурис, которая, в общем, очень хорошо занимается в училище. Ну, переход в Свердловске для нее несколько болезненный, наверное, был. А вот когда она как бы в свою стихию попала, в свое русло родное, у нее так пошел голос, так пошел он. Она сама говорила, у меня был такой, Милюша Галевна, вот такой голос сделала. Она немножко такая очень непосредственная. И настолько она хорошо окончила институт, что я даже боялась, что все, это потолок. Потому что всегда, как бы хорошо ни было, всегда должен быть слышен запас. Она просто блестяще спела Любашу, блестяще спела госэкзамен. Она в таком каком-то, ну, я не знаю, в сумасшедшем состоянии была. Так звучал ее голос. Ведь я одна тебя люблю, о, вспомни, вспомни, милый мой, свой стыд девичий для тебя забыла я, забыла я царь и мать, забыла плен и смрад, ни слезы не пролила, все для тебя, все для Кучуков, ну, они учились в одно время, я вспоминаю, Храмов, Мустафин, Кучуков, где-то там это Идрис Газиев начинал. И они так занимались, они так были увлечены. Вот почему-то сейчас нет таких фанатов. Я помню, вот эти 3 баритона, они как бы соревновались. Вот он дал лакмусовую бумагу у нас Мазепа, ария Мазепы, ариоза Мазепы, 2 октавы, верхний ля-бемоль и нижний ля-бемоль. И вот они могли, сидя, лежа, брать это крытым звуком, это ля-бемоль. И когда Кучуков оканчивал, вот интересно, я вспомню разговор, пел он в Свердловске, тогда у нас, да и сейчас, вот возобновили тогда эти смотры, вернее, выступления выпускников проходили на так называемых ярмарках, смотрах. Проходили они в разных городах. Когда оканчивал Кучуков с Ишболдиным, проходил он в Свердловске. Я тогда, не знаю по каким причинам, не могла быть, была только Зюгра Гирельевна. Через какое-то время разговор. Мы встречаемся на очередной конференции с коллегами из других консерваторий. Спрашивает, а где ваш тот выпускник, Кучуков? Я говорю, у нас в театре поет.
Кстати, он хорошо, успешно окончил наш институт. А почему не в большом? Ну, я говорю, не знаю. И вот свои впечатления рассказывает. Вышел, говорит, башкир, такой явно выраженный, спел сначала башкирскую арию. Хорошо спел. А вокалисты, въедливый народ, мы, говорит, думаем, свою музыку спел хорошо, ну посмотрим, как ты Мазепу споешь. И он говорит, когда европейским звуком спел Мазепа, да с этим ля-бемоль, как вставил, и не все так, мы, говорит, вообще рты разинули. Mai mio mistero è chiuso in me, il nome mio nessun saprà, no, sulla tua bocca l'antirò, tutta la luce splenderà. Ilgana
Володя очень был трудный. Я об этом не стесняюсь говорить. Я ему говорила. Я одну методическую работу даже писала на основе работы с Володей Копытовым. Трудно было, потому что, пришел парень 25 лет. А до этого, как говорится, не нюхал музыки и вокала. Кто-то его услышал в армии, что ли, слушай, у тебя вроде голос. Пришел. И начинать в 25 лет с азов, без всякой музыкальной подготовки, когда нет координации ушей с голосом, со связками, это очень трудно. И ему было трудно, и мне было трудно, но пережили все это, пережили. Да, ему нелегко, наверное, было. Вот с ним приходилось уже и голос повышать, и сверхтребовательный быть. Но он молодец, он такой труженик, он не сразу он понял. Вначале, когда я им предложил, он работал на подготовительном отделении, он работал охранником на каком-то заводе, был очень ответственный товарищ. Когда он вступал в смену, то там все было нормально. Вот, а потом я говорю: Володя, тебе надо быть ближе к музыке. Ну, оставь ты это. Он долго не мог решиться, потому что, ну что ж, деньги нужны. Он уже взрослый человек. Но все-таки он понял, в конце концов, и он пошел в хор оперного театра. Конечно, хор тоже помог, потому что Эльвира Хайретдиновна с ними очень хорошо работает. У них развивается слуховое чутье, и вот ощущение партнера слева и справа тоже ему много дало. И вот он стал развиваться. И где-то в середине 5-го курса он спел камерную программу так, что я руки развела. Я говорю: ну, Володя, это было так, как надо.
Это было очень хорошее выступление. И я уже знала, что Володя петь будет. Но я ему сказала, я говорю, Володя, если ты будешь исполнителем комических ролей, если ты будешь простаком, да еще в оперете, я говорю, цены тебе не будет. Я говорю, ты тогда завоюешь не только нашу страну, ты мир завоюешь. Weiß mit dem Locken umzogen und mich aufs Walten zu verstehen. Drum kann ich fromm und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja selbst lustig, heiße Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich nicht fliehen, sie duzen weiß für mich. Dann sperrte ich sie bei mir rein und alle Mädchen sind ja mein. Вахид Хызыр, вот, казалось бы, вот деревенский мальчишка приехал, а в нем я увидела такое благородство, он после училища пришел ко мне, такое благородство и такой какой-то аристократизм. Ну, откуда? И родители простые, вот, и я про себя его прямо называла интеллигентом. В процессе работы, вот часто спрашивают, вот метод работы. Я стараюсь исходить от их природы, от их возможностей, от их перспективы. Приходится, почему это очень кропотливая работа, очень, потому что прислушиваться к индивидуальности и не нарушать эту индивидуальность, не нарушать. А вот индивидуальность Вахита, вот это его сладкозвучие, ну, убери это, Вахита не будет. И вот этот тембр, ведь узнаешь из десятка теноров, такой только вахитовский тембр. Ну и надо сказать, что Вахит был таким лидером в группе. Он стихи сочинял и очень даже неплохие. Я не знаю, сейчас он этим занимается или нет. В общем, вот он такой. И в процессе работы как-то вот он вот свою осанку, элегантность он не только сохраняет, но прибавляет. И вот мне очень нравится, как он выходит на сцену, как он держит себя. А это ведь очень важно. И, конечно, он поет вахитовским, своим голосом, своим тембром, который очень многие любят, и есть прямо поклонники Вахита Хызырова. Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес.
Альфия Каримова это очень способный человек, очень умная. В хорошем смысле расчетливая в работе, в пении. Альфия четко знает, что ей делать. И она такая трудоспособная на редкость. А вокал, как многие считают, голос есть, будет петь. Это неправда. Голосу надо очень много приложить труда, каждодневного труда. Вот Альфия, она очень одарена, у нее очень красивый голос, очень красивый, когда она поет свои партии, то есть партии колоратурного сопрано. Но, к сожалению, в наших театрах, не только в нашем театре, вообще в наших театрах, нет такой возможности использовать голоса по их градациям. То есть вот это колоратурный сопрано, это лирик колоратурный, это лирический сопрано, это лирика драматическая и так далее. Ей приходится и лирика колоратурная, и даже лирическая. Конечно, это дает определенную нагрузку, тем не менее она справляется. А ее будущее, когда она будет петь свои партии, и только свои партии, она далеко пойдет. Я в это очень верю, потому что она очень целеустремленный человек. Sisters,
после армии, на 3-й курс он ко мне пришел. По-моему, так. Ну, хороший бас. 3-й, 4-й курс, ну, не успели оглянуться, уже окончил. Нормально, хорошо окончил. Они в 1 год вместе со Скаровым пели, очень хорошо пели и отмечены были. Оба были направлены в оперный театр солистами. А он поехал в Казанскую консерваторию учиться дальше. У нас не было еще института. А в следующий раз мы с ним встретились на 5-м курсе. Дело в том, что к 5-му курсу его не допустили из-за несдачи основ марксизма-ленинизма. Таким образом, он без диплома приехал в Уфу уже работать в оперный театр. И параллельно с работой он учился на 5-м курсе. Ну, он уже такой подвинутый был, и у нас, помню, тогда Элеонора Рауфовна Симонова была концертмейстером, у нас очень хороший тандем был с ней, и мы его очень хорошо подвели госэкзамену, был очень приятный госэкзамен. Там пел и серьезное произведение, и качественно. Ну, тоже вот ему ведь уже много-много лет, а голос еще звучит. Как сон неотступный и грозный, не снится соперник счастливый, и тайно, и злобно, и кипящая ревность пылает, и тайно, и злобно оружия ищет рука. Напрасно измена мне ревность гадает. Не верю коварным наветам. Я счастлив, ты снова со мной. Минует печальное время, мы снова обнимем друг друга, и страстно, и жарко забьется воскресшее сердце, и страстно, и жарко с устами сольются уста. Храмов это был такой, как бы сказать, во-первых, он человек очень способный, конечно, Храмов очень способный, но очень заводной. У него такой бурный темперамент был. Ну, надо отметить, что он был рыцарем, спасающим наших девушек от посягательств нехороших мужчин. Он уже, знали, за спиной Храмова, там все будет нормально. Вот он был такой. Но
жадный был до пения. Он однажды допелся до того, во-первых, у него прекрасно занимался, у него был большой репертуар уже в студенческие годы. И однажды пришел не в форме, не может петь. Я говорю: Слава, в чем дело? Он говорит: 28 арий подряд спел. Я говорю: это только Храмов может такое себе позволить. Я говорю: это же убийственно. Ну, он помолчал несколько дней, опять стало все на место. Это Храмов. Храмов в настоящее время совсем недавно получил народного артиста России. И я очень рада, и еще раз хочется его поздравить, очень рада, что он получил это, добился своим трудом. Там не было, он не просил, ему дали, а это дорогого стоит. Fatemi chiederlo, fatemi farlo, pane ragazzi, vecchie pelle, quale parrucca, resta la barba, quale sancoglia, resta il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, resta la barba, questo il biglietto, fortunatissimo per verità, sono il faccano e la città, sono il faccano e la città, e la città, e la città. Идрис Газиев. Я думаю, не обидно будет ему, если я скажу, что когда он пришел в училище, он у меня долго учился, в училище учился, а затем в институте. Говорили: музыкальный, но нет голоса. А когда я его послушала, думаю, у него есть самое главное – музыкальность. Голос нарастить можно, а вот музыкальность – это все-таки это от Бога дает. А занимался он фанатично занимался. Я помню, у него челюсть несколько такая выдвинутая была. А она, видите, даже говорить мешает, а уж извлекать звук тем более. И он добился, он так работал, он добился такой свободы челюстью, она даже как бы стала отходить. Я просто поражалась его работоспособности. После училища очень хорошо окончил училище. Думаю, ну, достаточно. Он уже может пойти в филармонию, успешно работать. Но так получилось, что в филармонию его не взяли, как ни странно, хотя должны были бы. Направили в хор оперного театра. И он молодцом, он не растерялся, пошел к Загиру Гарипычу, и вот я хочу учиться. Загир Гарипыч: Миша Галеевна, вот очень хочет учиться, надо его учить. Надо так надо. И он и дальше ведь все рос и рос, рос и рос.
И он вырос в очень хорошего певца, я считаю. Идрис, там, где Идрис, там качество. Качество исполнительское, вокально-исполнительское качество. Потому что никогда он не выносит на сцену халтуру. Он все выверяет, он все пропускает через голову, уши и душу. И его произведения бывают просто сделаны, как говорится, на все 100. Много можно об Идрисе говорить, но я очень ценю его за его вот такую работоспособность, фанатизм, любовь к своему искусству.
Радик Гореев, он вообще особое место занимает в моей душе, в моем сердце. Он пришел, я помню, по-моему, 14 лет. Я не была на прослушивании, это было в училище, ну, приняли его. Он попал ко мне в класс, а потом я говорю: товарищ, он же ребенок еще. Ну уж он так хочет. А в то время у нас не принимали малолеток. Обязательно уже сформировавшихся, где-то в 17-18 лет только принимали. А вот, видимо, его огромное желание подкупило членов комиссии. Но через год я поняла, что у него такая яркая мутация началась. Я поняла, что продолжать обучение нельзя. Я предложила, я говорю: Радик, поезжай ты к себе в деревню, а через год приедешь. Он беспрекословно подчинился, так и сделал. И поехал там, не только отдыхал, он экстерном окончил 10-летку. И через год приехал. Очень осторожно стали заниматься. Я помню, Зугра Гиреевна, наш мэтр вокальный, как-то зашла в класс. Я говорю: Миша Глейна, так у нее же голоса нет. Не выговаривала. Я говорю, и не только Зугра Гиреевна, как-то зашел брат его, у которого очень хороший голос, но он был полковником авиации, военной авиации, по-моему. Тоже зашел и говорит: чем вы здесь занимаетесь? Что это такое? Я говорю: ничего. Все будет нормально. А почему я так уверенно об этом говорила? Потому что, когда я его на 2-м году обучения попросила спеть «Журавли». Френкель ведь, да? Френкель и «Журавли» – это для меня тоже лакмусовая бумага. Он так спел это, во-первых, у меня слезы потекли, и все, кто в классе сидел, все прослезились. Думаю, голос нарастет. А вот это, как говорится, Бог поцеловал его. Он первый принес в республику гран-при. Это вот «Красная гвоздика». Это первый гран-при. Затем уже и Ильдар, и Оскар, и еще, уже стали. А тогда это был единственный. Вот удивительно, Радик, это действительно, это, видимо, такая природа. У него помимо голоса столько было души. У него, когда он пел, у него такое внутреннее горение было, вот такое впечатление, как будто подключалась каждая клетка. Особенно в некоторых произведениях, которые, пелись, как мы называем, от души. И сколько раз я уже не как педагог, как зритель восторгалась его пением. Это было в колонном зале в Москве, когда он пел «Мистера Икса». Это был такой успех. Я сидел, слушал, думаю: боже мой, Радик, какой же ты одаренный. Со смертью игрою смелый дерзок мой трюк. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах вздохнут. Скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же?
Салават Аскаров поступал в училище, и почему-то его не хотели принимать. А Айлет Хайрулловна, наш старейший педагог, она подсказала, вот Милюша Галеевна у нас занимается с проблемными. Ну, очевидно, у него проблемы были. И он стал сверлить своими глазищами мою спину. Ему захотелось помочь. Думаю, ну, человек хочет петь, ну, почему бы нет? Молодой еще, ему тогда было 18 или 19 лет. При прослушивании у него много хрипов было, но была одна такая нота. Думаю, ну, раз есть такая нота, все будет нормально. И я согласилась. И он оказался таким одаренным. Ему уже сейчас достаточно лет. Он великолепно звучит. Всегда. Его ночью разбуди, он споет свою партию. Если б милые девицы так могли летать, как птицы, и садились на сучках, я желал бы быть сучочком, чтобы тысячам девочкам на моих сидеть ветвях, на моих сидеть ветвях. Браво, браво, а свой еще куплет. Пусть сидели вы, пели, вили гнезда и свистели, выводили вы птенцов. Никогда б я не сгибался, вечно ими любовался, был счастливей всех сучков, был счастливей всех сучков. Браво, браво, вот песня эта слава. Браво, молодец, никогда б я не сгибался, вечно ими любовался, был счастливей всех сучков. Был счастливей всех сучков. Птенцы Муртазиной гнезда, какая добрая звезда за ручку вас вела сюда, и с лепетом, и с трепетом, чтоб, покорив весь свет, потом душой быть здесь всегда. Да, разве ведь вами крылья им даны, но не наступит тишины, пока душой вы молоды, и творческому голоду они, как вы, верны. У каждого свой путь, свой срок, но первый шаг их — ваш урок. Года трудов, надежд, тревог, и вспыхнет, и останется созвездие муртазинцев, но не итог, пролог. Кто есть, кто был, кто будет, всех гнездо растет и шире, и вверх. А сколько за плечами лет, какая право разница? Созвездие муртазинцев ваш отражает.